Культурный котел. Культурный котел – это цикл передач о богатстве культур народов, живущих в Эстонии. Традиции, обычаи, национальные кухни, которые принесли с собой люди, приехавшие в Эстонию, делают богаче нас всех. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем нашу передачу «Культурный котел». С вами Юлия Лукашенкина и Юлия Корнеева. Второй выпуск «Культурного котла» мы посвятим чувашской культуре. Предки современных чувашей были тюркоязычным кочевым народом в первом тысячелетии до нашей эры, проживавшим в Центральной Азии. Ко II-III векам нашей эры чуваши осели на Северном Кавказе. В VII-VIII веках с другими булгарскими племенами переместились в Среднее Поволжье, где ассимилировались с уже проживавшими здесь финно-угорскими племенами. А это значит, что чуваши и эстонцы – родственные народы. Знакомство с эстонскими чувашами для нас началось совершенно неожиданно, но вполне логично – с музыки. Ведь через музыку раскрывается характер не только самого исполнителя, но и всего народа. И прямо сейчас мы отправимся на репетицию поющей на чувашском языке группы «Тарай», чтобы поближе познакомиться с участниками коллектива и их творчеством. Культурный котел. Сейчас барабан послушаем, можно. Давайте тогда знакомиться. Здесь, я понимаю, основатель группы Александр Айдаров. Да, основатель также и Эйнар Мони, потому что мы в 2011 году решили сделать что-то по-другому. Музыкой мы с Эйнаром уже занимаемся с 2001 года, поэтому, мы вдвоем. И Петр присоединился позже. Так, Эйнар, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Ну и Петр. Здравствуйте, дорогие друзья, это я. Нашим слушателям хорошо знаком этот голос. Мы пришли к вам в гости не просто так. Что касается чувашского языка, это уникальный, с какой-то точки зрения язык, потому что он единственный живой булгарский язык. А как пришла вообще идея петь на этом языке? Это ваши корни, Александр? Идея пришла, если так чуть-чуть в историю окунуться, это как раз в 2011 году мы, Эйнар, я, еще Сергей Чекулаев, мы участвовали в небольшом фольклорном коллективе «Палан» при Чувашском культурном обществе здесь в Таллине. И мы, в принципе, Эйнар на барабане играл, я как пел, руководил там все эти ноты и так далее, песни. Сергей тогда играл на аккордеоне. Мы уже играли тогда в группе, подумали, а что сделать такого, что не делают другие, и что была бы какая-то своя изюминка. Это так про музыку, да. А так как я чуваш, со стороны мамы, то есть поэтому как-то, в общем-то, так все сложилось, что было культурное общество чувашское, были друзья, соратники, и была идея сделать что-то другое, нежели делается по накатанному. А на чувашском языке вы говорили с мамой, то есть вы его не специально учили? Если так сказать, то все-таки все это специально произошло, потому что в советское время никому ничего не нужно было, все говорили на русском языке, и вырос я в Кохлоярове, в общем-то, абсолютно русскоязычный город, русская школа и так далее. И повезло, наверное, потому что на слуху все эти слова какие-то были, все это какие-то теплые воспоминания. Наверное, самые теплые воспоминания о детстве — это все-таки лето там в Башкортостане где-то, эта свобода, бешеная корова там и так далее. Все это огороды, там, айран, там, не знаю, все что угодно, там языки, там, татарский, чувашский, там, русский, все это такая. Это как раз культурный котел, который был тогда. Вот это многообразие, да. Ребята, а вы-то как? Вы ингерманландец, правильно, Эйнар? Да, есть такое. Это не родственные ни разу языки. Как вы
пришли именно в чувашское общество, а не куда-то еще? Ну, так как Александр сказал уже, мы играем с ним с 2001 года. Сначала мы играли русский рок, а потом мы переквалифицировались на чувашский фольк-рок. Вот. И мне это нравится. Мне нравится мелодика, мне нравятся песни, мне нравится сам язык чувашский. Поэтому как бы вот так и пошло у нас. Петр? Ну, я с Александром познакомился и с Эйнером лет 8 назад, и как Александр наполовину чуваш по маме, то я по маме татарин. И когда я увидел, что они поют песню «Матур», я подумал, господи, неужели свои? Потому что языки на самом деле похожи. Да, «Матур» по-татарски — это красота. Ну, красивый, да. А по-чувашски я забыл, что это значит. Ну, молодец. Молодец, да, Матур. А у вас Мадур? Ну, «Матур» тоже говорят. Разные диалекты тоже есть татарского языка. Видите, разные значения слова, но в то же время это одна группа языков, тюркская, и культура в чем-то похожа в целом, и пентатоника, звучание этой музыки. И когда аккордеонист был раньше в группе, и это добавляло особого такого этнического звучания, мне группа сразу запала в сердце. Но когда Александр несколько лет назад сказал, а давайте мы обновим звучание и добавим сюда синтетического чего-нибудь, то я принял приглашение поиграть в группе с огромной радостью тоже. Я, кстати, скажу по поводу звучания, что вот когда, если ты играешь какую-то этническую музыку, то вот, ну, шаблон, да, то есть должна быть балалайка, там, дамра, там, и так далее. Но что нам сейчас нравится, чем мы занимаемся, чтобы использовать, как сказать, основы музыкальную, мелодику, ноты, там, и так далее, какие-то там ходы и так далее, но использовать не традиционные, вот как раз, ну, синтезатор, это абсолютно не традиционная чувашская балалайка, да, там, и так далее. Можно сказать даже так, друзья, запомните это. Синтезатор — это не традиционная чувашская балалайка. Кстати, я видела в ваших видео, что есть не только электрогитары, барабаны и так далее, а есть вот и национальные инструменты. А что это? Ну, это шертер, это на самом деле казахский инструмент, мы его используем периодически, особенно в третьем альбоме будем. Но это, по сути, вот как вид дамры, это трехструнный предшественник, более древний, чем двуструнная дамра. У меня, кстати, есть одна ремарка по поводу языков. Дело в том, что, несмотря на то, что финский, эстонский, ингерманландский и наши тюркские языки, они действительно из разных групп, во-первых, они долгие столетия существовали рядом. Марийские языки рядом с тюркскими. Было очень сильное влияние, не только грамматическое, потому что грамматическая основа у нас одна. Прибавление окончаний, изменения вот эти вот очень похожи в тюркских языках, татарском, в чувашском и в эстонском. Но и удивительно звучание. Во-первых, даже такие сходства, как «Маармастан синт» по-эстонски, «Я люблю тебя», по-татарски «Мин сине яратам». Это звучит похоже. И удивительным образом, но в Эстонии, на юге, бабушки, когда они говорят быстро, и я не слушаю, что они за слова произносят, это фонетически очень похоже на то, как разговаривала моя бабушка со своими сестрами и до сих пор разговаривает на татарском языке. Ну, Александр, чуваш настоящий в коллективе один. Говорите ли вы на чувашском языке в семье? Да, я с сыном говорю, вот с мамой говорю. Кто-нибудь еще понимает язык сына и мамы? Моей жены еще, конечно, которая рядом. То есть она из Чебоксара, из Чувашии. Она уже 10 лет в Эстонии живет. Ну, ее родители приезжают там и так далее. Тогда у меня вопрос к остальным участникам коллектива. А вы понимаете, о чем вы поете? Ну, мы стараемся, конечно. Но в основном все-таки Александр нам переводит, потому что мы все-таки должны знать, о чем мы играем и поем. Да. Но иначе настроение песни не передать, если ты... Абсолютно верно, да. Ну, кстати, по поводу, вот с чего начинается песня, то есть для меня всегда важно слово. Те слова, звучание и так далее, и потом уже начинаем придумывать все остальное, там, не знаю, аккорды, какая-то мелодия и так далее. То есть не наоборот, вот давайте сейчас на барабане что-то настучим, как бы у нас барабаны, наверное, самое последнее, что мы придумаем. То есть мы подгоняем все это уже под аранжировку и так далее. Но для меня слово первое, с чего начинается. Да, и мы используем произведения чувашских поэтов, как менее забытых и более современных, классиков и так далее, чтобы таким образом поддержать и классический литературный язык, который очень нужен сейчас. Хотела спросить, что вы пишете сами тексты или используете народные песни, слова, музыку и переделываете это, делаете как-то адекватным? Как все это работает? Ну, народные песни мы не переделаем, потому что у нас хватает идей, чтобы создавать авторские песни. Вот, потому что, мне кажется, чтобы переделывать народные песни, там свои особенности есть, и не хочется их портить. Вот мне бы проще их спеть, как вот акапелла там, или хором с кем-то. А авторские песни, как раз, мне кажется, они нужны сейчас, потому что та музыка, которая создается или создавалась в том регионе, в Чувашии, не знаю, там и в других регионах, она все-таки
Но он отстает, не знаю, лет на 20, может быть, лет на 10. Вот, как я говорю, то есть чебоксары смотрят на Москву, Москва смотрит на Нью-Йорк. Как бы вот эта вот задержка лет так в 20, в 15 и так далее. И вот, ну, сейчас те люди, которые слушают нас в интернете, пишут: о, классно. То есть я вот услышал в себе какую-то там связь, там, не знаю, там, с прошлым, с предками, там, о, мне это нравится, потому что это что-то неинтересное, как бы похоже на чувашское, но это не похоже на то, что делать. И это поддерживает. То есть в Чувашии с вами тоже знакомы, вашу музыку тоже слушают? Идар, как ваше впечатление? Вы далеки от этой страны? Сейчас да, но вот нас приглашал даже, по-моему, министр культуры, да, если не ошибаюсь. Министр культуры Чувашии. Тогда это еще тройку лет там, да, собирали все это, как бы это из-за войны все прекратилось. Потом народная певица Чувашии тоже, Августина Вляндина, тоже собиралась там делать какие-то проекты. Товарищи с джаз-клуба Козлова тоже пытаются что-то как-то... То есть нас знают, там на национальном радио постоянно нас крутят. Круто. Ну, а исходя из этого тоже вопрос тогда, для кого вы работаете, кто ваша целевая аудитория, скажем так, здесь, в Эстонии? Кстати, еще я к этому вопросу добавлю. Я посмотрела, что коренных носителей языка около 700 тысяч. Это очень мало. То есть вы сохраняете слово. Да, но еще лет 20 было, 1,5 миллиона, а сейчас 700 тысяч. Вот. Почему мы этим занимаемся? Это, с одной стороны, понятно, это такое, как сказать, хорошее времяпровождение и увлечение. С другой стороны, это попытка, в общем-то, сохранить ту культуру, которая интересна. Мне по личным причинам, ребятам по творческим причинам. Если бы не было за этой музыкой более большого значения, смысла, наверное, этим бы и не стоило заниматься, потому что все играют какую-то музыку, а зачем мы это делаем? То есть своя какая-то миссия в этом. Вот, пускай она может быть только для нас и плюс для тех, кто слушает эту музыку в Чувашии. Но если говорить о том, для кого эта музыка в Эстонии, как вот мы видим по реакции, по тому, как люди просто подходят и говорят спасибо и так далее. То есть это и эстонцы, и русские, русскоговорящие люди, и из Швеции были на концертах. Просто люди подходят и говорят. То есть потому что музыка позитивная, мне кажется. Да. И мы стараемся экспериментировать. Например, используя вот эту чувашскую пентатонику, как бы мы используем разные стили. С нами сотрудничают разные музыканты, профессиональные музыканты. Возможно, например, 3-й альбом у нас будет вообще с саксофоном. Так что вот так вот. В чем проблема создания музыки, что ты существуешь в рамках определенных шаблонов. Все играют инди-рок, и у тебя миллион групп, которые играют похожий инди-рок. Они могут отличаться по качеству, там, по харизме и так далее. А выйти из шаблонов, взять какие-то другие для себя рамки, расширить их, мне кажется, вот это самое интересное. Мы в 2011 году начали, и сейчас вот у нас 3-й альбом, это уже когда вот огромный такой, как сказать, процесс осмысления, попыток, ошибок, переделок и так далее, и так далее. А где вы выступаете? Куда вас приглашают у нас в Эстонии? Где мы только не выступали. Но на самом деле есть концерты в нашей истории и под открытым небом, и в разных небольших клубах, крупных концертных залах. Вот недавно мы в МУБе приняли участие в концерте в честь открытия года разнообразия культур в Эстонии. На конференциях, что удивительно. Да, научные конференции, и мы играем для ученых, мужей и дам, а они просто превращаются в детей, аплодируют, встают, стоя, кричат «бис», и это фантастические превращения. Потом говорят, это было самая лучшая часть конференции. Это всегда приятно. А скажите, а что для вас занятие музыкой? Я так понимаю, все-таки это, скажем так, не постоянный заработок, вы же чем-то еще занимаетесь. Чем вы занимаетесь? Я врач, ветеринарный врач, хирург. Я аналитик исследования, не знаю, всяких процессов, бизнес-процессов, социальных процессов и так далее. Раньше чиновником работал больше 10 лет в Министерстве культуры. Петр, так и быть, ты тоже можешь сказать. Я скажу, что я работаю на Радио 4 в редакции утренней программы, но музыке недалек, потому что с этим так или иначе связан с самого раннего детства. И очень рад, что могу приложить свои умения и навыки здесь, в нашем коллективе. Но у меня еще один вопрос будет все-таки к Александру. Как чувашу дома какие-нибудь традиции соблюдаются, народные, национальные, чувашские? В плане, мне кажется, язык — это одно из самых важных связей, потому что мы можем там, не знаю, мыть руки так или так, делать еду там такую-такую-то, но без всего этого это превращается в какой-то такой лубок. То же самое, нас спрашивают, почему вы в национальных костюмах не ходите? Для меня это кажется, мы очень много ходили в этих национальных костюмах, и когда ты снимаешь, кто ты будешь. Для меня это самое важное. Я готовлю там чувашскую еду какую-то, и там салма яшки, какой-то суп там и так далее, там и плюс манты, это уже наши... Я и люблю к Саше в гости ходить, потому что он всегда очень хорошо готовит, и именно национальную чувашскую еду. Как вы думаете, как еще можно популяризировать чувашскую культуру?
Я думаю, что самое главное, это чтобы, друзья мои, вы интересовались нашей музыкой, приглашали выступать на самые разные мероприятия. Понимаете, мне кажется, с одной стороны, как бы, то есть популяризировать. То есть обычно, когда говорят об этнической культуре, даже, в принципе, в Эстонии, мы говорим о людях в возрасте пенсионного, предпенсионного возраста и так далее. Мы все-таки еще молодые, и это уже как бы такая популяризация, потому что принято, ну вот если вот он исполняет какие-то чувашские песни или там, неважно, татарские, то это очень такой какой-то фанат-пенсионер там, или, ну, извините, так оно выглядит, потому что с 90-х годов у нас наши этнические меньшинства, кто там больше всего, по-моему, прирост был у, по-моему, азербайджанцев, еще у кого-то там парочку там, тогда, потому что люди приезжают, тогда кровь обновляется. Здесь уже в своем соку варимся. Ну, вот Марийцы и так далее, финно-угры, когда была государственная программа поддержки финно-угорских народов, вот, тогда да, как. Ну, вот популяризация, во-первых, то, что вижу сейчас в Чувашии, тоже всплеск такой, то есть там молодые дизайнеры, там молодые художники, то они вот пытаются вот это все показать, что вот мы молодые, мы это делаем. То есть это не старое какое-то такое заиндивелое, пахнущее нафталином. Это было когда-то, оно было популярно, актуально, но оно сейчас не актуально для тех людей, которые живут в городах. И мне кажется, вот эта проблема, что как в городской культуре показать вот эту этническую культуру. Потому что городская культура, она формируется, прежде всего, англоязычной, американской, ну, русскоязычной. Даже русскоязычная культура, она формируется англоязычной культурой. И вот это вот эти переплетения и так далее, когда все делать, мне кажется, городская культура, это вот она и должна быть частью популяризации выступления, выставки и так далее, и так далее. Ну что ж, большое вам спасибо. Очень приятно было у вас побывать. И напомним нашим слушателям, что мы беседовали с Петром Сушковым, Да, друзья, спасибо большое за внимание. Эйнером Муони Спасибо. и Александром Айдаровым. Пызыктав. Зор рахмет дусларам. Культурный котел. Уже совсем скоро мы окажемся в Музее чувашской культуры в Таллине. Там нам предстоит познакомиться с экспозицией музея и национальными традициями этого народа. А пока послушаем песню на чувашском языке группы «Тарай», песня «Воды». Şangır şangır yuhapar Yeşil sime sulahran İbir kuruk pavilapar Taş taşlapar şirmaran İbir kuruk pavilapar Taş taşlapar şirmaran Şangır şangır yuhapar Şirmatarık malalam Uni şirin yuhapar Hamar ireksir taştalar
Культурный котел. Чувашское культурное общество Эстонии бережно хранит традиции своего народа. Активный член Чувашского общества и его нынешняя руководительница Ираида Захарова основала музей чувашской культуры, где мы с вами, друзья, сейчас и находимся. Культурный котел. Здравствуйте. Ираида, Чувашскому национальному обществу в Эстонии уже 23 года. Расскажите, с чего вы начинали? И кто начинал? Кто основал музей и само общество? Давайте я вас чуть-чуть поправлю, потому что Чувашскому культурному обществу гораздо больше. Создали в 91 году, и поэтому нам уже 33. И у нас были энтузиасты, которые очень хотели обозначить нашу культуру здесь. И на первом собрании собралось 76 человек. И начинал эту деятельность Викторов Герман Викторович. К сожалению, его нету с нами, но он задал тон очень хороший. А много ли сейчас членов в обществе? Но, как обычно, времена проходят, ассимиляция есть, не будем это отрицать. И, конечно, если даже говорить по статистике, на данный момент статистика показывает, что в Эстонии живет 495 человек. То есть это говорит о том, что столько человек себя считают чувашами. А расскажите побольше о музее. В первую очередь, что мы видим, это, конечно, национальные костюмы. Нельзя на них не обратить внимания, они совершенно особенные, это вышивка. Кто-то из местных жителей владеет еще именно этой вышивкой, этим искусством. Это же не просто так, это орнаменты особые, они о чем-то говорят. Расскажите сначала о костюмах. Это, наверное, особый костяк нашего музея. Музей начал свою жизнь с моей жадности, наверное, потому что, когда я уезжала в Таллин, естественно, я брала с собой все, что есть дома, полотенца, покрывало, еще что-то. И все это было создано руками моих бабушек, мамы, теть, а костюмы на самом деле очень интересные. Если начать вот с этого костюма, который с мужским рядом, то он представляет особую ценность, интерес, потому что это костюм верховой чувашки, и он собран полностью. То есть это целый комплект, ему больше 100 лет. И тут домотканное полотно, лен, и обязательно платье украшалось внизу вязаными кружевами, обязательно повязывались несколько поясов. И, к сожалению, это не из одной семьи, но вот это вот ама, то есть нагрудное украшение, оно когда-то было полностью из монет. Вы видите, здесь есть много утрат, но, тем не менее, научные сотрудники этнографического музея порекомендовали его восстановить монетами, которые того времени. И особую радость доставляет вот такая цепочка, которая очень похожа на цепочку народа Сету. И она у нас называется чепчушка. И это обязательно одевалось поверх и обязательно заканчивалось бусами. Любили у нас купцов. И, как видите, здесь у нас вот стеклянные вот эти украшения, на елку они попали именно с украшений женщин. И здесь надспинная часть, сзади глаз нет. Защищать себя надо. И поэтому обязательно украшали или орнаментами верховые чувашки. Вот вешали такие ленты, которые скреплялись между собой посредством узоров. И обязательно были бисерные. И обувь была чаще всего кожаная. И это были ботинки. А у меня вопрос про украшения, про эти монетки. Вы уже упомянули, что, например, вот эта вот цепочка, да, похожая на ту, что у народа Сету.
монетки тоже. У них это означает, что чем больше монеток, тем, во-первых, естественно, богаче семья, и, скорее всего, это уже замужняя женщина. А как у вас? Вот количество монеток тоже имело значение? Однозначно. Этнографы упоминают, научные сотрудники подтверждают, что чувашская женщина носила до 16 килограммов в украшениях. И чаще всего собирали полный комплект. Это нагрудное украшение и нашейное украшение, набедренное украшение. Культурный котел. Но что является хранителем языка? Это литература, это книги, это писатели. Здесь у вас есть библиотека. Много ли книг у вас, о чем они, и есть ли у вас читатели? Вы знаете, кто хочет, любой может брать. Наши книги, основная масса, естественно, по языкознанию, по этнографии, по истории, по культуре. Только у чувашей есть пословица: если ты не знаешь про вчерашний день, ты не можешь жить в будущем. И у нас есть еще такая поговорка, что чувашскую азбуку съела корова. Практически вот у нас отслеживается язык и алфавит со второй половины XIX века. Но до этого, вот как мы говорили, передавали орнаментами, смысловыми значениями. Язык — это действительно часть культуры и культуры семьи в том числе. А если говорить о традициях, сохраняются ли в семьях какие-то вот древние ваши традиции? Да. Есть такие обрядовые праздники. Например, только что Сургури – это праздник гадания, когда зимой в темном хлеву ловили овцу, выдирали шерсть, выходили и смотрели, какого цвета овца отдала свой клок шерсти. И поэтому пытались догадаться, какой масти будет муж – блондин или брюнет. И очень сильная традиция, она Керзари, это праздник осеннего пива, это ноябрь, и его отмечают именно как бы это праздник нового пива. Из нового хмеля начинают варить обрядовое пиво, причем празднуют все. Выделяется старейшина праздника, старик, который молится, и с ним молятся все. А какие традиции сохраняете вы у себя дома? Может быть, что-то готовите? Может быть, какие-то праздники отмечаете? Вот здесь, живя в Эстонии. Однозначно день поминовения усопших. Да, в начале июня, это опять-таки Пасха, да? Это с детства мы с мамой делали. Надо обязательно дождаться первых лучей солнца. И именно когда они появятся, съесть одно яйцо. Причем его нельзя бить об стол, только разбивается чем-нибудь и с самыми хорошими пожеланиями такие. И обязательно выпекается обрядовая еда. И чаще всего это, вот у нас в деревне всегда, это сильно взбитое яйцо с молоком, которое запекается прямо таким, румяным-румяным. И его прямо вот ложкой берут и едят. И обрядовая каша. Ираида, мы у вас видим не только старинные костюмы, но мы видим и изделия, которые буквально дышат новизной, да? Хотя мы видим все орнаменты, цвета и краски сохранились. Это дело рук современных мастериц или так хорошо хранили, берегли? Пояса, на самом деле, как видите, разноцветные. Какие-то с орнаментами, какие-то в полоску. Вы удивитесь, их ткет мужчина. И мастерицы да мастерицы. Да, и он делает это с удовольствием. Конечно, обязательно должна быть кисть. И поясов очень много на самом деле, потому что и женщина, и мужчина могут носить сразу несколько поясов. Закладки. С вышивкой. С вышивкой, вручную вышито. И есть магниты вручную вышитые. Опять-таки вышивает мужчина. Пояса у нас ткет Геннадий Степанов. И это творчество семьи Евгения Старова и Александр Старов. А возможно ли этому ремеслу сейчас научиться? Приходите к нам в музей. Я знаю до 17 стежков
Этим я точно могу научить. Чуваши народ продушный, поэтому мы ждем всех. И мы вас уже можем пригласить на Ночь музеев, которая будет 18 мая этого года. Спасибо за интересный рассказ. Культурный котел. Ну а сейчас, друзья, мы хотим предложить вам вместе с нами принять участие в мастер-классе. Мы будем учиться готовить чогот – чувашское традиционное праздничное угощение. А пока идет подготовка, давайте послушаем песню на чувашском языке в исполнении группы «Тарай» «Пустой барабан». Pushparapan şakal perçaran mazar İtle mana mana kana çenet Tünki irde kaşpa persaza İtle mana pushparapan kistet Pushparapan şakal perçaran mazar Çinmeş hutku vışavır şarlamaş Kanmi tünki Çenet taşta ener bayan İran Pushparapan şakal perçaran mazar 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 Şune yerine bilmez erektin geç Hey meskenzem purdeman hışanadır Pushparapan yalan taşta çenet Pushparapan şakal perçaran mazar Pushparapan şakal perçaran mazar Pushparapan şakal perçaran mazar Pushparapan şakal perçaran mazar Культурный котел. Друзья, мы все еще находимся в Музее чувашской культуры. Благодаря тому, что руководительница музея Ираида Захарова занимается сохранением не только музейных экспонатов, но и традиций чувашского народа, мы с вами можем научиться печь традиционное чувашское праздничное угощение из творога чагот. К мастер-классу уже все готово, так что начинаем! Культурный котел. Я подумала, что очень быстро можно показать такое национальное блюдо чогот. Это запеченный творог. Мы его томим в печи. Это обрядовое блюдо. То есть всегда любой праздник начинается именно с такого хлеба, который перед открытым огнем выпекается на сковороде, очень похож на лаваш. Но у нас он называется кавартма. Гостя встречают куском этого хлеба кавартма, кладут туда чогот и подают ковш с пивом. И когда говорят, что встречают с таким уважением, то хозяин и хозяйка встречают гостей у ворот, то есть с почетом, и домой зовут. Так что мы сегодня из самых простых продуктов, конечно, моя бабушка готовила творог сама, но многожды попробовав, я пришла к выводу, что идея в чем?
Творог надо очень хорошо растирать. И очень хорошо подходит наш эстонский творог. Я беру 9%, сегодня у нас 5%. И в последнее время я стала добавлять еще кохопима-крем. Он дает очень хорошую консистенцию. Сюда добавляется сметана и яйца. И сила рук. Но будет печься долго. Он очень хорош, именно если испекли накануне, едите сегодня. Подходим к столу, посмотрим. Значит, здесь у нас около килограмма творога мы берем. Со вкусом или лучше брать без вкуса? Абсолютно без вкуса, потому что это не сладкое блюдо. Это, в принципе, для моления. Даже не солили сильно. Пропорция такая. Значит, здесь у нас 400 творога, творожный крем 300 граммов, то есть 700 граммов, 4 яйца. У нас здесь полпачки полукилограммовой сметаны, но мы положим где-то 125 граммов. Сметана должно быть как 4-я часть всегда. Так, и с чего же мы начнем наше приготовление? Вот, правильно, сначала фартук. Как давно я уже этого не видела. Современная женщина про фартук давным-давно забыла, а у вас он такой красивый. Опять же, узоры, белый лен, красным оторочен. Итак, Значит, все очень просто. ну, я поясню еще раз нашим слушателям. Я думаю, что уже догадались. Это такая трубочка, творожный крем. И напоминаю, что мы берем без вкуса. Следующая пачка идет творог. Эта сыворотка нам нужна. Для консистенции или для чего она нам нужна? Ну, она дает такую нежную консистенцию, да. Теперь у нас идет опять творожочек. Соскребайте весь. Облизывать не камильфо. А хотелось. И теперь, когда у нас вся масса готова, мы ее должны перетереть. Перетираем, да. Вилкой или ложкой? Ложкой или лопаткой. Мы не добавляем ни соль, ни сахар. Абсолютно. А получается довольно жидкая масса. Сметанка тоже пошла в ход. У нас очень красивая, белая, такая сочная масса зима. получается. Да, точно. А какие вот зимние праздники были? Новый год когда отмечают чуваши? У нас Новый год когда-то отмечался дважды в году. Весной. Это отголоски того, что мы тюркоязычные, наверное, скорее всего. И, в принципе, когда-то у чувашей у нас месяцы не были по 30 дней. Поэтому у нас было в каких-то годах по 13 месяцев. То есть все время набегало. И у нас год делился на зимний, осенний и весенне-летний. Теперь мы начинаем работать с яйцами. Все очень просто. Яйца моем заранее, предварительно, обязательно. Опять механика. Ну, тут прям опыт на лицо. Хорошо. Девочка чувашская, она подручный мастер у бабушки обычно на подхвате всегда. И, в принципе, с 5-6 лет девочка сидит рядом с бабушкой. И никогда ни один ребенок не бегает по улице, а он рядом со взрослыми. Картошку сажают рядом, картошку копают рядом, идут полоть вместе, поливают. Это обязанность ребенка в деревне. И, в принципе, в чувашской деревне нету такого подразделения. Мужская и женская работа, да, работают всей семьей, и потом соседи друг другу идут помогать. А яйцо мы добавляем небольшими порциями, чтобы у нас не успело вот это взбитое яйцо. Оно не взбитое, конечно, как для омлета, да, но оно должно дать вот этой массе такую легкость. Так, у нас масса готова. Теперь у нас есть формочки, которые мы смазываем маслом. Это глиняные формы керамические. И если вы когда-то делали крем-брюле, то это вот немножко побольше. Значит, мы дальше смазываем буквально по капельке масло из тыквенных семечек. Ой, оно красивое, оно темное, Оно такое даёт бордовое. Я сейчас понюхаю. Да. Ой, да, запах очень сильно отличается, немножечко как будто с горчинкой даже. На вкус пока не пробовала. Да. Очень приятно в салаты такое масло. Мы наполняем эти миски практически до краев. И на 4 миски должно
как раз быть вот этой массы. Не в праздник можно есть это блюдо? Да, я иногда готовлю просто так. Очень хорошо к салату, потому что он становится таким плотным. То есть его можно порезать на кусочки, получается? С самого начала, когда мы начинали процесс, я не сказала, мы уже включили плиту, духовку на 200 градусов, она уже прогрелась, убавляется до 150. Я ставлю на противне. Высоту полок можно регулировать выше, ниже. И когда увидите, что шапка начала подниматься, убавляете до 120 и оставляете на медленное выпекание. Все равно посматривайте, если видите, опять начало подниматься, еще немножко убавьте. Пойдемте запекать. Абача тут лабулдар. Ставим в печку. Культурный котел. Поскольку чогот запекается не быстро, у нас будет достаточно времени для еще одной интересной встречи. Мы познакомимся с автором романов, в которых отражена повседневная жизнь и традиции чувашского народа современной культуры. Мы рады представить эстонскую чувашскую писательницу Дину Гаврилову. Культурный котел. Здравствуйте, Дина. Здравствуйте. Я хочу сказать, что вот все, о чем вещала сегодня Ираида, о национальных костюмах, обрядах, поговорках, пословицах и даже вот эти все праздники, легенды, все есть в моих книгах в художественной форме. Вот это первый роман «Цвета холодных лет» описывает жизнь чувашской деревни в Башкирии, в Башкортостане с 1936 по 1955 год. И они в этот роман вошли легенды нашей деревни, скажем так, вошли обряды, вошли вот эти все исторические факты и даты, коллективизация, как высылали в Сибирь, так же, как и эстонцев, как люди в той Сибири опять разбогатели, их второй раз раскулачивали, война, после войны голод. Все вошло в книгу, но описывается она как будто бы на фоне истории одной семьи. Главная героиня Альдук — это чувашское имя, и мы читаем о ней. Вторая книга, продолжение, 55 по 69 год, рассказывается уже о ее дочери Еле. И здесь опять жизнь этой же самой семьи, жизнь деревни, ну и, соответственно, нашей страны в те годы. Сейчас я пишу третью часть книги, и она будет называться «Моя звезда еще на небесах». А вот эта вот книга называется «Путешествие по устью Югорской из Сибири в Муга». Рассказывает о кошке, которая приехала из Сибири в Башкортостан, из Башкортостана приехала через Москву в Мугу, и как ее местные коты приняли воинственно, что самим нам здесь есть нечего, еще тут всякие приехали. И как она из этих, скажем, воинственных оппортунистов, можно назвать, сделала своих друзей. Дина, а что вас побудило написать все эти книги? Именно то, что я уехала оттуда, и я очень скучала по своей маме. И я все время пыталась ее как-то развлечь в письмах. Я писала рассказы. Вначале рассказы, какие-то смешные случаи. Посылала маме. Маме нравилось. Ваши произведения — это, по сути, такие сборники, которые могут познакомить людей с чувашской культурой, с традициями, обрядами и ближе понять народ. Что ж, спасибо. Чогот готов. Ура! Тут у нас есть и в формочках, а рядышком еще что-то. Это, наверное, тот хлеб, да? Это у нас не хлеб. Нет? Это называется пюремеч. Это открытый пирог с картофельной начинкой, куда добавляется мак. И это мое любимое блюдо с детства, которое для меня бабушка пекла обязательно. И, в принципе, это то блюдо, которое я на мероприятиях предлагаю всегда. Так что приходите на Ночь музеев. И чогот, и пюремеч, и хупло, и все, что вы хотите, мы попробуем. Спасибо большое. Спасибо большое. Я уже прям не могу. Когда при мне звучит слово «картофельное пюре», у меня отключается все, и я должна его есть. Культурный котел. На этом ароматном и вкусном моменте передача подошла к концу. В этом выпуске передачи «Культурный котел» принимали участие
руководительница Чувашского культурного общества Эстонии Ираида Захарова, писательница Дина Гаврилова и участники музыкальной группы «Тарай» Александр Айдаров, Эйнард Муани и Петр Сушков. Передачу подготовили и провели Юлия Корнеева И Юлия Лукашенкина. Слушайте «Культурный котел» и становитесь богаче. Культурный котел.